Дезинфекция в многоквартирных домах проводится формально и некачественно. Глава Якутии провел совещание в режиме видеоконференц-связи. Навигация в Ленском районе. Первый сухогрузный состав доставил технический груз для Алросы. В мире любви и согласия. История любви молодой якутско-корейской семьи. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Якутске 27 случаев COVID-19, 4 в Эмиконском районе и по одному новому случаю заражения в Ленске и Нерюнгри. 85-летняя жительница Якутии выздоровела от коронавируса. В тяжелом состоянии находится 7 человек. В республике проводят в 3 раза больше анализов, чем в среднем по России на 100 тысяч населения. Это позволяет выявлять случаи заболевания более эффективно, чем в других местах. У нас на сегодняшний день подтвержденных 722 случая новой коронавирусной инфекции. Это плюс 35 за последние сутки. Столько же было у нас и предыдущие дни. То есть мы выходим на какое-то плато, и, конечно, бы хотелось, чтобы мы на нем остановились, и потом уже было постепенное снижение. Вместе с тем, здесь, конечно, очень много зависит от соблюдения всеми нами тех ограничительных мер, которые на сегодняшний день действуют, особенности в наших крупных населенных пунктах. За последние сутки выписалось 36 человек, уже полностью излечившихся от коронавирусной инфекции. Проведены также порядка 1700 анализов. Как раз большое количество анализов у нас в республике, которые проводятся практически в 3 раза больше, чем в среднем по России на 100 тысяч населения, оно позволяет нам на сегодняшний день выявлять как раз случаи инфицирования людей новой коронавирусной инфекцией более эффективно, нежели чем в других местах. По-прежнему у нас 7 человек находятся в тяжелом ситуации, все в городе Якутске, врачи борются за их жизнь, и мы, конечно, молимся, чтобы люди эти поправились. У нас есть случаи, когда человеку уже 85 лет, попала в больницу, была в крайне тяжелой ситуации, но поправилась, и сегодня ее уже выписывают. Это для нас тоже такое хорошее событие, в целом для всех медиков, которые борются за жизнь людей. От жителей крупных городов республики поступают жалобы о том, что дезинфекция в многоквартирных домах проводится формально и некачественно. Также жалобы поступают на грязные автобусы, грязь на улицах и во дворах. Об этом сообщил глава Якутии на совещании в режиме видеоконференц-связи с участием глав муниципальных районов и городских округов. В настоящее время точками повышенной опасности распространения коронавирусной инфекции остаются вахтовые поселки, медицинские и социальные учреждения. Эти моменты тоже требуют особого внимания со стороны глав районов, отметил Айсен Николаев. 3 сотни вахтовых рабочих с Чиндинского месторождения покинули республику. Авиакомпания «Якутия» выполнила 3 спецрейса в Тюмень, Омск и Иркутск. Всего авиакомпания выполнила 48 рейсов, вывезено 4749 человек. Это рабочие, у которых отрицательный анализ на коронавирус. Для спецрейсов был разработан особый режим регистрации. Все пассажиры прошли досмотр у борта самолета. Мы занимаемся вывозом пассажиров из города Мирного по маршруту Иркутск, Мирный Уфа, Мирный Томск, Мирный Омск. Этих пассажиров вывозим мы с 3 мая. Практически каждый день. В день у нас бывает 2 рейса. Это, как правило, Dash-8 и Boeing 737-800. Постпандемический мир и Россия. Новая реальность. Под таким названием прошла онлайн-сессия Московского академического экономического форума. Академики, ранее ведущие экономисты, обсудили необходимые действия по оздоровлению российской экономики. Какие отрасли окажутся драйверами роста завтрашнего дня и к чему стоит быть готовым уже сегодня? Подробности у Айсены Бурнашовой. Это коронавирус, нефтегазовый кризис и это последствия
7-летней стагнации. По мнению академика РАН, в результате такого кризисного ассортимента российский ВВП к концу этого года может снизиться примерно на 8%. От упадка к социально-экономическому росту позволит перейти новый подход в экономике. Спикеры делают ставку на наращивание инвестиций в основной капитал и экономику знаний. Окончательно приоритетными станут биология, медицина, генная инженерия, вирусология. Если говорить про инновации, то здесь завершится переход к называемым нелинейным инновационным моделям, и мы сегодня это видим по тем усилиям, которые предпринимаются по разработке антивирусной вакцины. Комплекс поддержки доходов населения и малого бизнеса начал работать. Но для инвестиций эти меры ограничены. Эксперты видят выход в ослаблении бюджетного правила. В этом смысле, чтобы был реальный план восстановления и перехода к новому качеству роста, надо отходить или модифицировать бюджетные правила. Иначе мы существенного такого отскока не получим. Как я понимаю, пока решено не распечатывать Фонд национального благосостояния. Если мы хотим получить действительно план восстановления экономики, нам надо использовать резерв главного командования, но именно в инвестиционных целях. Значительная нагрузка и ответственность в период пандемии легла на регионы. По мнению заместителя председателя Внешэкономбанка, нужно менять характер взаимоотношений между федеральным бюджетом и регионами и давать субъектам больше ресурсов. Сложившаяся модель, она не позволит нам действительно уменьшить дифференциацию между регионами и создать полюса роста не только в столичных агломерациях, которые являются и очагами наиболее тяжелыми коронавирусной инфекции, а дать такое множество полюсов роста в целом в России. Нынешняя ситуация заставляет переосмыслить и отрасли экономики, какие являются перспективными. По мнению участников сессии, у России появилась возможность поменять модель экономики. Русская экономика 30 лет подряд приговорена к периодическим кризисам, к периодическим провалам нефтяных цен и провалам экономики. И каждый раз повторяется мантра о том, что у нас нет времени на раскачку, мы должны экономику сделать несырьевой. Если не получится сделать экономику несырьевой, то нам опять придется готовиться к очередному кризису. Это переходное время определит, какой будет наша экономика в ближайшие годы. Структурные и производственно-технологические изменения так или иначе должны были произойти. В этом плане кризис не совершает глобального переворота, а лишь играет роль катализатора, открывая перед нами новые горизонты и возможности. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Ледоход на Лене проходит по территории сел Маймагана, Амского района и Якутска. Уровни воды ниже критических отметок. В столице региона минус 27 сантиметров за 1 час, затор ниже поста. Ледоход на Амге вышел в устье, на реках Алдан и Вилю и уровни в пределах допустимых значений. Спад воды на Лене отмечают за последние сутки в Якутске. Сейчас в столице региона ведут круглосуточный мониторинг ситуации. А для пострадавших открыты пункты временного размещения. Сергей Михедов о гидрологической ситуации. Этой весной подвижки льда на главной водной артерии региона начались раньше сроков, примерно на неделю. Лед шел спокойно, пока не добрался до столицы республики. Такова ситуация на утро 15 мая. В городе Якутск лед стоит. Уровень воды составляет 824 сантиметра. При критической отметке с учетом дамбы 990 сантиметров. В Намском районе наблюдаются подвижки льда. Уровень воды у населенного пункта Намцы составляет 643 сантиметра при критической отметке 950 сантиметров. По уточненному прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы, ледоход будет продвигаться по территории Якутска и Намского района. В результате проведения взрывных работ в ближайшие сутки ожидается разрушение ледовых перемычек на участке Кангалас и Якутск и понижение уровней воды у города Якутска и его пригородов. Образовался ледовый затор у столицы региона позавчера. За одну ночь уровень воды подскочил сразу на 1,5–2,5 метра и превысил опасные отметки. Большая вода хлынула в жилые дома и частные дворовые территории. В зоне подтопления поочередно оказались Якутск, дачные участки в Жатае, пригородные и село Тулагина-Кильдямцы. Мы всегда ожидаем ледоход различный каждый год, потому что у нас река Лена не
зарегулировано ГЭСами, как в других реках Центральной России. По состоянию на вчерашнем у нас было затоплено на территории города Якутска 56 домов. Рано утром на помощь людям направили сразу несколько групп спасателей. Эвакуировали людей как с островов вблизи столицы, так и с собственных домов и дач. Оперативно развернули и пункты временного размещения для жителей подтопленных территорий. Например, в промышленном округе такой пункт открыли недалеко от Даркалаха в Якутском промышленном техникуме. Сигнал к нам поступил в 4:25 ночью. Пункт мы развернули уже к 5:30. К 6 утра у нас было оповещение 100% жителей, ну и постепенно люди начали к нам обращаться. У нас имеется комната матери ребенка, также у нас производится трехразовое питание, завтрак, обед, ужин, имеется медблок, также паспортный стол, департамент жилищных отношений у нас здесь сидят, полиция, охрана. Ну, все как полагается. В настоящее время в пункте временного размещения проживают 6 человек. Это 3 взрослых женщины и 3 маленьких детей. А вообще это помещение готово принять около 100 пострадавших, а весь пункт около 200 человек. Всего за помощью в ПВР номер 5 обратились 134 человека, из них 43 ребенка. Большинство из них разъехались по родственникам, либо вернулись жить на крышах затопленных домов, чтобы не разворовали имущество. Среди обратившихся оказалась и Надежда Инешина. Ее вместе с детьми, матерью и сестрой спасли из утопающей квартиры в деревянном бараке. По словам Надежды, она всю жизнь проживает в районе Даркалаха и впервые встречает такой разгул стихии. Особенно сложно с грудным ребенком на руках. Очень много воды в доме. Практически вся техника, мебель утонула. Все, что смогли, это вещи собрать и детей вывести. Условия хорошие, конечно. Все самое необходимое предоставляется. Вода есть, кормят, питание. Самое главное для детей – это тепло, душ, ванная комната. Все это предоставилось нам. За порядком на подтопленных территориях Даркалаха круглосуточно следит отдельный отряд якутского МЧС и спасателей. Объезды на моторных лодках совершают несколько раз в сутки. Ведут профилактическую работу и на берегу. Напоминают, что ледоход – это действо зрелищное, но крайне опасное. Инспекторский состав проводит профилактику, проще говоря, ходит по берегам, совершает объезды на машинах, беседует вживую с населением, распространяет листовки, предупреждает о мерах безопасности. В данный момент сейчас у нас все есть адреса тех людей, которые нуждаются в помощи. Поименно все, есть список специальный, и они все находятся под контролем. Говорить о том, что ситуация на Лени нормализовалась, пока рано. Сейчас уровень воды у Якутска постоянно меняется. То прибавляется, то спадает. После взрывных работ на заторах осталось ожидание, когда большая вода покинет столицу региона. Главное, чтобы красавица-река сменила гнев на милость и позволила льду завершить свой путь без чрезвычайных происшествий. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Якутск. Навигация стартовала в Ленском районе. Первый сухогрузный состав с техническими грузами, предназначенными для подразделения «Алроса», доставил в речпорт Ленска 2300 тонн грузов. Это металлоконструкции, трубы, автошины, строительные и другие материалы. Будут работать 28 судов, а также 1 плавучий кран и 2 новые баржи, которые были введены в строй осенью прошлого года. В этом году навигация началась на 7 дней раньше, чем в прошлом году. Паромную переправу через Амгу в Амгинском Улусе открыла компания «Лорб». Судно будет перевозить автомобили со стороны Усть-Майского района и обратно по прошлогоднему тарифу. По предварительному расписанию паром курсирует ежедневно с села Битюнцы с 9 до 21 часа. Кроме этой переправы, жители Усть-Майского района могут добраться до Якутска только по воздушному сообщению. С вчерашнего дня начала курсировать паром СПЖ-83 «Лорпа», да? Сейчас перевозит транспортные средства, легковые, грузовые. Тариф не изменился с прошлого года. На сегодняшний день капитаны, все работники на месте. Пока в связи с запретами пока никто не ездит, но все равно неотложно нужно будут курсировать. 3-й год паром ходит. Вот. Я на нем 2-й год. Ну, работа нормально идет. Зависит от габаритности автомобиля. Какой автомобиль.
Бывает, что 6 заходит. Больших фуры 1-2. И плюс маленькие там. Пожароопасный сезон, обеспечивающий безопасность на землях лесного фонда, открывается с 15 мая в республике. Приказ подписал министр экологии Сахамин Афанасьев. С сегодняшнего дня запрещается разводить костры в лесу, жечь сухую траву и выбрасывать горящие спички и окурки в лесничествах Амгинского, Мегино-Кангаласского, Намского, Татинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского и в столице республики. Сегодня во всем мире отмечается День семей. Герой нашего следующего сюжета – молодая якутско-корейская семья. Ульяна Шагина о том, как удается двум людям из разных культур жить в мире, любви и согласии. Альбина Алексеева живет в Корее чуть больше года и мечтает в будущем связать всю свою жизнь со страной утренней свежести. Здесь, в городе Сейхын, в районе Кёнгидо, Альбина нашла свое счастье – супруга Бе Джон Хо. Пара воспитывает полугодовалого сына. Альбина с удовольствием изучает корейский язык. Из-за коронавируса сейчас ей пришлось перейти на самостоятельное обучение. До карантина она посещала курсы для иностранных граждан. Все это ей нужно не только для того, чтобы в будущем устроиться здесь на работу, но и еще крепче установить контакт с родителями супруга. В моем случае, так как я самоазиатка, то и похожа на кореянку, и даже немножко знала язык, то, в принципе, для родителей моего мужа было не так сложно. Они были рады за сына, что встретил любимую. До замужества Альбина не раз посещала Корею. В один из таких приездов она и познакомилась с будущим супругом. Зарегистрировали брак молодожены в Корее, ну а свадьбу сыграли уже в Якутии. Прошлым летом мы съездили в Якутск и отпраздновали там нашу свадьбу в кругу моих родственников и друзей. Тогда Джон Хо впервые побывал в России, и тем более в Якутии. Познакомился с семьей Альбины, узнал о традициях якутского народа, побывав на Исэхе. Он также попробовал якутскую кухню, ему все понравилось, так как корейцы тоже любят мясные блюда. С сыном она разговаривает по-якутски, чтобы ребенок смог свободно общаться с мамой на ее родном языке. Кроме языка, Альбина изучает корейскую культуру, ведь это важно знать культуру той страны, где ты живешь. Корейцы вместо того, чтобы на праздники накрывать на стол, готовить вкусности дома, предпочитают выбираться на пикники, в кемпинги вместе с семьей, жарить мясо, вкусно поесть. Супруг Альбины работает водителем транспорта в одном из столичных компаний. Но Альбина занимается одним из важных дел в своей жизни – воспитанием сына Бе Юджин. Семья уже запланировала летом приехать в Якутск, но из-за коронавируса пока отложила все свои задумки. С этой ситуацией чаще уже сидим дома, никуда особо не ездим, заказываем продукты тоже онлайн. Если выходим куда-то в общественное место или просто прогуляться, обязательно в масках ходим. Девушка из далекой Якутии смогла обрести свое счастье в другой стране. Секрет ее прост. Несмотря на сложности, которые обычно возникают в интернациональных семьях, главное уметь любить и уступать друг другу. Ульяна Шагина, Евгений Охлопков, Якутск, Южная Корея. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.